Всем привет! Мы едем в Нюрнберг. На улице дождь, на дворе ноябрь, холодно, а мы едем смотреть достопримечательности снова. Даже если бы говорили. Через 500 метров продолжайте движение прямо. В этот раз мы приехали в район автовокзала, чтобы припарковаться. Та парковка далековато. И в прошлый раз замучилась туда идти. Там, конечно, дешевле, но... Ну ладно, ничего Да. страшного, заплатим. Что делать-то? Вот, У нас сейчас погода такая сегодня. пойдем с родителями в Макдональдс. Сходим. Потом попробуем сходить в музей. Выглядит туалет на вокзале просто ужасно, потому что он бесплатный. Здесь ужасные вони, кабинки и вообще грязь. Мы идем дальше. Тут рядом ЖД вокзал, автовокзал, все рядом. И сейчас пойдем в Макдональдс. Нужно зайти вот в этот пешеходный переход. Вот мы опять пришли на то же место, в тот же час, как обычно, знаете, как выходишь с поезда, вот то же самое, только не с поезда. Также из вокзала надо выходить из жизни дорожного по этому переходу. Идем, обсуждаем, кого бы вы думали. Конечно же, бомжей. Они там расположились втроем, один спит. Вот, и это Вова говорит, я, говорит, слышал, один другому подходит. Ну, естественно, на немецком говорит. Это, у тебя, говорит, всегда есть выпивка, дай, говорит, мне выпить. Даже у нас никогда нет выпивки. Ну, хотя она нам, конечно, не нужна. Но на самом деле это дороговато. Ну, вообще нет. Ну, на самом деле, по сравнению с другими ценами, дешевле всего в Германии, что можно сделать, это выпить. Потому что даже бутылка вина стоит 1,5 евро, а пакет молока примерно так же. Но это дешевое было бы молоко такое по акции 1,49. А вино по нормальной цене 1,49. Поэтому здесь дешевле всего это напиться. А я еще вспоминаю, ящик пива стоит 5 евро. 5 евро ящик пива. Пей, не хочу, заливай. Вот они и пьют. Вот. Хотя на самом деле, я думаю, лучше бы сделали дорогой алкоголь. Но здесь, не знаю, это, видимо, какая-то культурная традиция пить пиво. И оно здесь очень дешевое, очень. Многие говорят, что пиво здесь дают в больнице пациентам некоторым. Вот. Поэтому пиво это да, это все здесь. На работе можно выпить 6 бутылок, за рулем 2. Поэтому можно вообще не слазить с этого дела. Да и пиво здесь, ну, оно такое натуральное, хорошее. Я не пробовала, у меня аллергия на алкоголь. Но люди говорят, что хорошее пиво, конечно, здесь. Вот поэтому пиво, наверное, никогда в Германии не будет дорогим. Это факт. Смотрите, какая машина. Что за тут такое происходит? Двигаемся дальше. Холодно сегодня. Не знаю, сколько градусов, может 8, вот так. Холодно. И это... Хотим еще посетить какие-нибудь рождественские ярмарки. Видите, вот везде все уже про Рождество. Так рано, правда. Тут заведено так. Вот глинтвейн продают на улице. Глюхвайн. Да, он называется глюхвайн. Мне так это нравится вообще. Это то, что надо. Глюхвайн. Да, то, что надо, действительно. Красиво выглядит это все, да? Вообще шикарно. Люди, видите, такие деревянные столики. Пьют его. Здорово. Вот мы пришли в Макдональдс. Пара-па-па-пам. Такой тут вид из окна. Смотрите, какие интересные новогодние макдональдские упаковки. Ну это же вообще такая красота. Супер, прям. Мы заказали вегетарианские бургеры, картошки. Вот сейчас будем. В общем, вот такие лотерейные билеты были прикреплены ко всем, вот видите, вот
таким местам, где этот Новый год. В общем, вот такой билет. И скачиваешь приложение и собираешь, как в Монополии, улицы, да. призы. Нам кофе там один выпал. Ну, что там еще? Скидка, да? Или что это? Ну, при заказе, в общем, что-то дают, да? И разные улицы собираешь. Если соберешь 3 улицы одного цвета, то выиграешь 100 тысяч евро. Ну, конечно, я не верю в это. Вот, короче, опять расположился бомж. И он ставит стаканы. Вот видите, только располагается. Ставит стаканы, а туда сам себе бросает мелочь. Вова говорит, это маркетинговый ход, что раз ему другие бросают мелочь, чтобы кто-нибудь психологически вот так увидел, да, и тоже бросил. Типа как стадное чувство. Вот у него пиво. Вот у него бутылка пива стоит, видите? Нет, там написано на что. На пиво. А, на что собирает, да? На пиво собирает. Ой, не могу. Нет, там он, вот пиво он поставил. Там еда, Ага. и на путешествие. Ой, как хорошо. Может, мы тоже там присядем, Видишь, позарабатываем. сразу ему. Говорят, в день можно 100 евро с лишним заработать. А в месяц это 3000. Видишь, у него специальное там для мелочи. Ага. Вот он сейчас. Так, А, нет, так. приданное. Готовится, видите, готовит. На приданное? Нет, Нет. нет. Он, по сути, обязан его платить, но он никогда не заплатит. Зачем это наличкой дают? Никто же не может проследить, сколько он получил. Видите, раскладывает мелочь по стаканам. Ну, он в стаканчике такой вот раз, и Мгм. ему раз. Мафия. Вот он прям конверт у него с деньгами, он раскладывает деньги по стаканам. На работу. По стаканам, а это мелочь, совсем мелочь по углам, чтобы ветром не сбивало. Мгм, мгм. Слушай, это она или он? А, так он по Парень. углам растолкал, и не по стаканам, И по получается? стаканам вначале. чтобы Мгм. стаканы Ну, я вижу, что в стакане Вот что-то сейчас лежит мелочь. мелочь. Может, чтобы стаканы просто не унесло, может, это И не нет. маркетинговый ход? Да, и психологически. Вот так. Видишь, вот сразу фотки Так. и подаем, делаем фотоотчет. Ага, нормально. И видео снял о том, что он подал бомжу, короче. Вообще. Временно нуждающийся. Так. А вот так, если последить, посидеть, сколько он в день заработает. Это же А вот музыку, видишь, все как положено. музон включил такой, вообще красавчик. Ему Есть лет, колонка. ему лет 25-30, не больше, Это наверное. не Нет, это до 30. 40. До 30. Да до Чего? 30, говорю, он молодой. Парень молодой. Молодой. Вообще. на работу пришел. Ну, На работу пришел. что развлекает людей. Вот колонка, сейчас музыку. Ой, я не могу. Так такой аккуратный пледик себе положил. Что вы думаете, ботиночки снял? Пледик чистый, да. Все аккуратненько разложил. Смотрите, как удобно. Как хорошо. Включил плеер, колоночку, рюкзачочек. Все у него как надо. И можно носочки Вова, свои там- вытянуть. Там за 30 мужику. Да нет, Так. Что я до не- 30. Володя, я узнаю, я могу. Вот мы вышли из Макдональдс. Не хочу. Идем в Таллин. Хожу в Альбенвальд проверить ребенку фигурки. Так, кто у нас тут есть? Ищем. А, это что-то новое тут. Или, может, мы видели, но я не помню. Такая странная фигурка. Сколько такое стоит? 30 евро. Это интересно. Здорово. Так, это что у нас? Это обычные старые фигурки, которые мы уже знаем. А вот это прям интересное что-то. Тут еще носочки прям такие классные. Носочки 15 евро стоят. У Максима скоро день рождения. Смочка почему? Тоже 20 евро. И чайник. Наруто. Прикольно.
Такие Dragon Balls. Wenn sie die halt wirklich runtergesetzt ist. Видишь, всякие. Вот, смотрю, фигурки смотрю. Ну, тут все старое. Ладно. Видите, да, я очень не могу с этой витрины. Тут еще Мандороида. Good Smile Company. Хантер. Вот видите, вот тут вот. Ну, это же вообще фантастика какая-то. Какие классные фигурки. Кожаные. Вообще супер. Ладно. Маленькие брелочки. Вот так магазин. Захожу рядом, прям буквально через несколько метров GameStop. Тут тоже проверим все покупочки, все поступления. Что у нас тут есть новенького? А ничего. Новенького нет. Das ist halt Bauchherr aus dem Film. Такое чувство, что осталось купить блюющего Изума Камицуки. Ладно, посмотрим фигурки в талии сегодня. Мы подходим к талии. Смотри, какая Далее спонсор. Вот тут вот уже на первом этаже поставили в талии столы, полки. Почти готов ремонт. Такие вот полочки, такие стеллажи. Вот. Скоро будет очень красиво и хорошо. Мыло, помнишь? Кстати, очень удобно. Да. Только пользоваться неудобно. Жидким мылом все привыкли пользоваться, оно в бутылочке. Нажимаешь на кнопочку, и у тебя выдавливается мыло. А кусочком мыла уже не так удобно пользоваться, как мы раньше это делали. Да, я вижу, тут всего полно. Надо хотя бы токийские мстители глянуть. И этот Боруто. Да там только один Каваки стоял, там сейчас с другой стороны еще гляну. Ты не видишь токийские мстители? А, вот. Так, первый том. И что, только первый том? Бывает, что ли? Нет, они где-то, видимо, в другом месте лежат. Ну ладно, идем дальше. О, Боруто. 18-ю часть включительно. А у нас уже 18-я есть. Значит, тут опять никакого прибавления. Вот Dragon этот Ball у Чейнман. нас. 11. Ага, нам нужен тогда 7-й. Я возьму, хорошо? Да, давай. Да. В прошлый раз мы 6-го взяли.
последние. Так. Токийские мстители. Где же они? А, вот же они. Да, вот они, токийские мстители, все части, но 10-я последняя. Значит, пока новых частей не вышло. Понимаете, не вышло новых частей. Ну вот, значит, тогда только мы купили Chainsaw Man. Человек-бензопила, 7-я часть уже, 7-я. Мы взяли. Ну там, слава богу, с ним проблем нет. Можно покупать и покупать потихоньку. Мгм. Эзотерический отдел. Да, сейчас сходим. Пойдем. Корзинку, наверное. Да, какая разница, ты же в руках не унесешь. Вот и пошли. У касс очередь. Так, наверх-то как подняться? С той же стороны получается, да? Так, мы на 4-м этаже. Ой, какие очаровательные свечи, домики. Сколько такая стоит? 9,95. Красиво смотрится. Вообще. Опять это Милфа. Я прочитала, что такое Милфа в интернете. Милфа — это баба старого возраста, которую хотят молодые мужики. Представляете? Боже мой. Когда я это узнала, я подумала, не дай бог мне быть такой. Так. Это же стыд, позорище. Ах. С кем-нибудь переспать, кто у тебя в сыны годится. Фу. Так. Что у нас тут есть? Ничего, то, что у меня нет, тут нет. Тут есть только все то, что у меня есть. Так, в прошлый раз мы это все уже смотрели, да? Вот как делать коллекцию? Нужно постоянно отслеживать поступления во всех магазинах. У меня очень сложно найти таро или какие-то карты, которых у меня нет. Очень сложно. И мне приходится все магазины отслеживать. Я, допустим, захожу в Amazon каждый божий день, отслеживаю все поступления по таро и сразу же заказываю те, которые появляются даже в 2024 году. То есть вот до такой степени все. Так, ну что, камушки, раз уж мы все равно отбиваем кассу, можно камушки глянуть. Вот это садолит. Тут, видите, есть необычные садолитики в этот раз. Есть вот такой необычный садолит, есть вот такой. То есть это то, что интересно, может быть, да? Такой есть. Ну, красивый, ничего не скажешь. Такой тоже необычный. Вот такой необычный, вот очень необычный, прям, да? Может, какой-то подобный взять. Ну, вот можно вот такой. О, вот это вообще то, что оно красивый. Он тоже очень красивый. Наверное, возьму вот этот. Может быть, вот этот, потому что он реально крутой. Можешь брать? Да, вот я смотрю. Угу. У Накит тоже есть полностью зеленый, у Накита есть полностью красный. Это вот как вырезали, так вырезали. Метисты неплохие тоже. Есть симпатичные экземплярчики. Вот кладем в корзинку. А ты не берешь эти Я смотрю, как... А? названия закладки? Да не надо.
Я сейчас смотрю, вот что еще тут есть. Это корнеол, корнелиан, но это агата явно. Разве, ну, может, корнелиан он и есть агат, потому что, ну, вот полоски прям. Видите? Вот, конечно, вот, допустим, вот этот я возьму уже 100%, потому что он очень крутой. Так, что мы еще тут поищем? Это кто оно такое? Конечно, это тоже надо брать. Здесь, видите, чисто беленький такой. Интересные сегодня камушки прям вообще присутствуют здесь. Ну, вот мне нравится все, что с полосками, конечно. Видите? Уже идеальный. Но я вот решила сегодня вот такой взять и вот такой. Очень крутой. Так, что тут у нас? Вот это уже 100% агаты. Вот. Давайте посмотрим, что у нас тут присутствует. Вот видите, какой камень? Ну, его тоже надо брать. Так, что тут у нас? Это тоже интересно, конечно. Такие чистые полоски. Такие тоже интересные, видите. Вот это вообще очень интересно тоже. Тут много всяких крутых. Все, вот это, конечно, тоже возьму. То, что необычное, да, вот для нас с вами. Это же необычные камни. Так. Уже получилось. Так. Эти все избитые флориты. Авантюрин. Так, вот это я вынула. Отсюда. Так. Что еще? Тут у нас есть. Видите, вот они как в этот раз нарезали оранжевый кальцит. По-другому немножко, чем они всегда его режут. Так. А это у нас с вами гелиотропчики. Видите, какие необычные гелиотропчики. Вот такого гелиотропчика у меня точно нет. По таким камням можно читать будущее. Вот. Необычные, конечно. Да, по ним есть гадание по камням. Я вот все его хочу вам сделать. Но все никак у меня не получается. Руки не доходят. Я уже все приготовила однажды. Но никак вот не дошла до того, чтобы сделать гадание. И на самом деле это очень крутое гадание по камням, честно говоря. Очень. Взять, да? Да. Вот это корзинку протягиваешь. И... Да, конечно. Ну нет, я эти не хочу сегодня брать. Это тоже интересно. Видите? Такие снежные обсидианы. Очень интересно сегодня. Как думаешь, может, я возьму еще один? Да. Хорошо. Каждый камень стоит евро 30. Каждый из них. Ну ладно, в общем, выбираем. Вот видите, тут шоколадки такие интересные. Новогодние, рождественские. Такие прям красивые, да? В общем.
Я сижу в креслах, как королева. Жду, когда мой муж отобьет чек в кассе, а он, бедненький, стоит в кассу. Вот такую очередь. Ага. Где родители, где они? Мы тут в детском отделе ходим. Нету? Так пошли они, наверное, на первом этаже. Это третий же. Они на втором, а мы на третьем. Да? Мне нравится, что город уже практически украшен к Рождеству. Кстати, надо будет посмотреть рождественскую ярмарку. Это стекло разбил. Может, то, что делали что-то. Мы продвигаемся дальше. К музею игрушек. Не знаю, работает ли он, все ли нормально будет, но... Нет.